твой взгляд, как костер в ночи. Поглядишь ты, хочется петь. Ну, хоть слово скажи, не молчи, и надежде не дай умереть. Ты прекрасней любой мечты, о тебе всегда я грущу. Знай, любимая, в сердце лишь ты, я другую в него не пущу. При каждой встрече и читатели, и радиослушатели, и телезрители отмечают, что я поэт-лирик. И наиболее удачными стихами называют те стихи, которые были посвящены любви, любви к девушке, женщине, жене, подруге, стихи, посвященные природе. В день рождения поэта Василия Спиридоновича Кейметинова, Баргачана, в городе Якутске в теплой душевной обстановке состоялось замечательное событие – презентация книги «Баргачан. Душа эвенской поэзии». Василий Спиридонович – эвенский поэт, прозаик, внесший огромный вклад в развитие литературы эвенского народа, автор учебников, хрестоматий по эвенскому языку и литературе. В красочной красивой книге собраны воспоминания близких ему людей. Есть много фотографий из семейного архива, информация о родителях поэта. Составитель Екатерина Петровна Андреева рассказала об этапах подготовки и издания книги. Но надо сказать, что я с большой радостью согласилась, и эта книга, когда я ее составляла, она далась мне очень легко, очень хорошо. Было, респондентов было не так уж много, где-то около 40, и все очень такой с добротой, быстро, очень все, конечно, дали материалы, и мне было, конечно, очень как-то радостно работать над этой книгой. Если говорить конкретно, чисто по книге, то я ее разделила, конечно, на 5 частей. Первая часть у нас, как говорится, Василий Спиридонович раскрывается как человек, который внес огромный вклад в культуру Республики Саха-Якутия, в его образование. Вот, и поэтому там, значит, очень такими словами отметились и народные депутаты, Министерство культуры, Союз писателей. Вот, и, конечно, самая такая душевная, самая хорошая глава, это 2 глава, когда его семья. Вот в этой мы постарались собрать материалы о детстве Василия Спиридоновича, где он родился. Немножко материала нашли о родителях Василия Спиридоновича. И, конечно, очень хорошие воспоминания муза, супруга Василия Спиридоновича, Александра Давыдовна, конечно, очень хорошие слова. И поэтому эта глава, конечно, показала Василия Спиридоновича со стороны, что это очень такой любящий супруг, очень добрый отец, мудрый дедушка. И, конечно, он был очень такой творческий соратник для моего племянника, для Саяна. И они были очень-очень как оба творческие люди были очень близки друг к другу. В общем, и, конечно, 3 глава, самая, как говорится, главная, это видно с названия книги, да, «Душа эвенской поэзии». Здесь его соратники по перу, конечно, поделились своими воспоминаниями, поделились своими, рассказали о его творчестве, которое воспевает наши изумительные, как вы сейчас посмотрели на видео, да, изумительные северный край, который Василий Спиридонович очень любил и очень поэтично описывал. Василий Спиридонович не только вот поэт, да, он, вы знаете его как
педагога, который очень много сделал для сохранения эвенского языка. Очень много его методическими трудами пользуются не только в Республике Саха-Якутия. Весь Дальний Восток, где изучают эвенский язык, пользуются теми методическими пособиями, которые разработал Василий Спиридонович. 5 глава, конечно, Василий Спиридонович был, конечно, очень открытым человеком. Я его, конечно, еще почему я очень с такой уверенностью взялась за эту книгу, потому что я его лично знала, потому что он был очень открыт, очень такой прямо для друзей, и он мог, как говорится, отдать всю свою душу. И вот многочисленные его друзья, конечно, в этой тоже поделились своими очень теплыми воспоминаниями о Василии Спиридоновиче. Ну, я хочу сказать огромную благодарность семье Утургашевых, да. Они, вот выход этой книги, конечно, был профинансирован семьей Утургашевых, Олей, дочерью Баргачана, и зятем Саяном Анатольевичем Утургашевым, и Настенькой. Книга такая вот, как память Василия Спиридоновича, да, и мне хотелось бы просто, я выражаю свое желание, что действительно Василий Спиридонович оставил большое литературное и методологическое наследие, и я думаю, что дальше будут изданы его полные собрания сочинений, изучены его труды, и дальше будут опубликованы его методологические труды, которые очень-очень нужны для сохранения эвенского языка. Все выступающие отмечали искреннюю любовь Василия Спиридоновича к своей родной земле, безграничную преданность своему народу, многогранный талант педагога и литератора. Я олень, летящий по небу, мир распахнутый во все стороны, но безмолвно приземляюсь я у родной отцовской дю. Олень, вот все, что связано было с его жизнью, это мысли об олене. Он всегда говорил, что олень – это священное животное, которое нас и кормит, и одевает, и политику делает, и землю, значит, защищает. Мы с Василием Спиридоновичем много-много часов говорили, и время не замечали. И первым, кто распахнул мои двери, когда я приехала с Оленька, избранная 4 районами, это был он, Василий Спиридонович. Стоит у двери, и это так, это как отца уже давно у меня нет, умер давно. Ага, и как отец, он очень был похож на моего отца. Он же глазами вроде говорил. Вот сидит и это смотрит, и я понимала, вот, что он про себя думает. Он был особый человек. И когда он зашел, мне так стало хорошо. И говорит, доченька, вот такими словами, да, по-доброму, просто, говорит, я знаю, что тебе плохо и трудно, но ты потерпи немножко, и
у тебя все получится. Главное не теряться и пытаться делать все возможное. А друзья у тебя будут, все соберутся наши, все соберутся, говорит, вокруг тебя, и тебе будет хорошо, тепло будет, светло будет. Я по твоим глазам вижу, что тебе очень плохо. Поэтому вот когда книга вышла, Кристина Петровна, вам большое спасибо. Я бы детям хотела обратиться, берегите себя, Кёль. Это для вас гнездо. Я первый раз была в прошлом году на слете оленеводов. Захожу, а там портрет большой, и вот как будто его голос слышен. Доченька, здравствуй, здесь я. А там портрет Баргачана Василия Спиридоновича на всю стену. Ага, какие-то мероприятия, видимо, проводили, да? И мне так хорошо стало. Мне боль чужая стала, как своя, и от нее отяжелели ноги. Но не могу минуты бытия прожить я благодушно, без тревоги. Между добром и злом вбиваю клин, я равнодушие изгоняю с боем. И в этом я, конечно, не один, иначе в мире не было покоя. Василий Спиридонович – автор нескольких поэтических сборников. Он являлся членом Союза писателей СССР, далее России с 1992 года. Природный талант, прекрасное образование, глубинное знание быта и жизни простых оленеводов, любовь к родному краю и целеустремленность в сохранении и популяризации родного венского языка способствовали зарождению и развитию уникального таланта поэта и прозаика. И вот на одном из таких мероприятий мы вот тоже сидели вот так в зале, и он сзади подсел, оперся о спинку моего вот этого стула и представился. Я, говорит, Вася, говорит. Ага, и мы с ним побеседовали, поговорили. Он спросил вот об отце. Ну, обычно об отце все спрашивали, потому что отец Василия Афанасьевича все знали, и как бы это неудивительно было. Но потом спросил еще и о матери. Про маму говорит, Майя, как там она? Говорит. А потом сказал, что они вместе учились в Сокрыльской школе. И вот, ну, как бы тогда ближе познакомились, и потом уже регулярно более-менее общались. И я, ну, как бы, первое, что пришло, я сразу написал, как бы, пометку сделал, что надо обязательно воспоминания включить, потому что это как бы необычно, когда такой известный среди нас человек как бы подходит. Я тогда был ответственным секретарем ассоциации, все мероприятия, прочее проводил. И вот так сидел, он сзади встречался, говорит, я Вася. Поэтому, ну, как бы удивительно было. Очень приятно, что вышла такая книга, которая об одном из наших ярких представителей, потому что, ну, к сожалению, в последнее время я вот для себя отмечаю, то ли я старше становлюсь, то ли что. И мне кажется, что тоже отца тоже давно не стало. И мне все время кажется, что я не успел переговорить ни со своими родителями подробно, да, ни с нашими старейшинами. Поэтому, когда сейчас старейшины мне звонят, будь то с районов там, или еще откуда-то, я стараюсь до конца их выслушать, ну, просто пообщаться с ними, потому что очень важно сохранять то, что они пронесли сквозь годы, и нам предстоит все это развивать и сохранять. На таких людях, как Василий Спиридонович, держится духовность народа, возрождается язык, традиции и культура. Он занимался не только своим творчеством, но прилагал много усилий по сохранению родного языка, изучению его в школе. Свое уникальное самобытное творчество он в большей степени адресовал молодым, чтобы они удостоверились в великолепных возможностях своего родного языка. Уважаемые сородичи, хоть я в том гореву Александра Давыдовна, Ян Василий Спиридонович Дянил не Дянил бо Хевендук Халначе Эле Корадламче Акнилдув, Акнилдув, Номилдув,
Себенде төгетти, чәлем төгетти мән жалди, хуну чәлем теке шингонда кун. Ревинени адит макан, хо ngärин, хо руси инани. Я с большим удовольствием отмечаю, что сегодня у нас действительно прекрасный день, светлый день, прекрасный день, день презентации такой замечательной книги «Память о Василии Спиридоновиче Кейметинове Баргачане». Последний раз приезжал, я помню, когда он пришел к нам в гости, он рассказал, что он в первый же день встал очень-очень рано и пошел, вот в март месяц, да, снег, полный такой этот снег, еще холодно, а он встал очень-очень рано и пошел гулять по окрестностям нашего поселка, потому что он сказал, вот я прошелся по всем нашим речкам, по берегам всех наших речек, Хуланичан, Мумия и так далее, и так далее. Он везде побывал и пришел и рассказывал прямо такой воодушевленный, радостный, со светлым лицом, что он пробежался по всем своим любимым местам, по окрестностям нашего поселка. После долгих и снежных арктических зим промерзла земля и вовек не оттает. На каждой весною ковром голубым всю голую тундру цветы покрывают. Они огоньками горят на камнях и в топях болотных цветут неуемно. И кажется тундра в рассветных лучах какой-то огромной страной заповедной. В конверт положу я арктический маг. Взгляни, подивись его жизненной силе. Мы были б счастливее, если бы так отцовской земле бескорыстно служили. Здорово, Джалла. Эравиненив Василий Спиридонович Баргачан Дон Чидаур Наонджугулин Докапчак Нигал Хамаккадаву Чакурат. Школада в эдитором Кутин Ойокчинал был Нимкар Будукрин Укучин Угдевен учебнику методикавда Дукрин Тарагдолин Маранга ансамблду Хеджев Хикеров Ерганканикан Манди от Карам. Эведиторин Эден Брипте Мандот Карам Баргачан Евген Гургев Данон Торне Эвесел Танадда Хукучудде Тими Тампо Веселни Хоч Урымчерет Джамчерет Эдукта Часки Эникен Амнар Эреген Джамджичип. Главной музой поэта всегда была супруга Александра Давыдовна Кейметинова. Верная спутница жизни, любимая и любящая мать замечательных дочерей. В крепком союзе двух педагогов и талантливых людей всегда присутствовали любовь и взаимопонимание. Мы с Василием Спиридоновичем, моим супругом, прожили долгую, насыщенную жизнь. Мы жили и дышали
одними целями и заботами. В первую очередь, связанные с семьей, детьми, внуками, правнуками. Было в нашей жизни все, и радостные, и грустные моменты. Но нас всегда объединяло наше желание помогать и поддерживать друг друга во всем. Особенно в совместной работе, в работе над учебниками по венскому языку и литературе, в педагогической работе с детьми венами, во всех начинаниях, связанных с пропагандой и развитием овенской культуры, овенского языка. Василий Спиридонович был талантлив и многогранен во всем. На первом месте, конечно, стоит его поэтический дар и искусство художественного слова. Он прекрасно владел богатым литературным, художественным, овенским языком, что сейчас огромная редкость. Книга «Баргачан. Душа овенской поэзии» – это память о человеке с большой буквы, талантливом поэте, общественном и видном деятеле культуры всего Крайнего Севера, гордости нашего овенского народа. Книга стала возможной благодаря усилиям и финансовой поддержке моей младшей дочери Ольги и ее семьи, моего зятя Саяна Тургашева и моей любимой внучки Анастасии. Я очень признательна организаторскому таланту, редкому энтузиазму и профессионализму нашей дорогой Екатерины Петровны Андреевой, родной тети Саяны, без которой такая красочная книга просто бы не состоялась. Книга открывает многие грани творческой, педагогической, общественной деятельности Баргачана и делает это с любовью и огромным уважением. Она, конечно же, останется нашей семейной реликвией и поможет в сохранении памяти о Василии Спиридоновиче. Светлей других горит твое окно, светлей все то, что связано с тобою. Твоим окном хочу я быть, оно тебя все время видит пред собою. Порою солнцем хочется мне быть и нежно прикасаться губ твоих лучами, как грудь твоя хочу тепло струить и согревать морозными ночами. Твоим щитом порой хочу я стать и отводить и беды, и тревоги. Хочу одной дорогою шагать, и пусть конца не будет у дороги.